Здорово, народ! Всем привет! Чё, какие новости у моих подписчиков? Рассказывайте. Как погода у вас? Бодро. Как погода нынче у вас? А моя прическа, отдыхай, расческа. Сегодня был плодотворный день. Я из кузни собираюсь делать перемычку. Вот так. 40-то. Tuota kırtınlardım. Ainakaan konenan kırjaski hien. Hettuun oikein. Piensiätä kuuttiin. Кому я говорю, пенсия хватит. По новым законам Российской Федерации. Да, шумно, соглашусь. Но немножко потерпите, друзья. Скоро освобожусь. Приступим непосредственно, к чему я вас всех собрал. Привет, привет. Котлету сделаю, котлеты. Самые дорогие котлеты. О.
У меня с утра это одна песенка в исполнении Фроментия Сафронова. Своим землякам советую смотреть. В YouTube есть. В поисковике напишите Фроментий Сафронов. Хорошая песня. Смыслом. Да, исполнитель, надо сказать, отличный. Рингтон уже поставил себе на телефончик. Вот, если звонят, то звучит эта песня. Песня тяжелая, но со смыслом. Болтай. Спешу, дорогие друзья, спешу. Изо всех сил стараюсь. Привет, Приморье. Да, хотелось бы сделать, но практически вы все видите. То, что за этим баннером, там мои станки, то, что справа, там дверь, сзади тоже дверь, и все. Ну чё? Могу смело сказать, участников билета на сегодняшний день, то есть 31, последний день этого месяца, правильно, да, месяц тому назад праздновали все, встречали новый 19-й год, уже месяц прошел, уже, так что уже взрослели уже на 1 месяц в новом году. Пока никаких итогов подвести я не буду. Скажу вот такой информации. Участников билетов 10 человек. Вот. Те, которые хотят участвовать
осталось 20 дней. 20 февраля 20:00 в это же время встретимся в этом же месте. Вот. К этому встрече у нас есть уже сумма 21 000. Вот. Надо к нему еще добавить как минимум такую же сумму. Все еще у меня в наличии этот красавчик. Кому-то, не кому-то CPM S60V. Мне интересно. Ножик. Ну, коли никто не возьмет, на выставку придут, возьмет. Своего ждет хозяина. Итак, дорогие друзья, у меня к вам большая такая уникальная, надо сказать, условие. Участников все равно будут, подтянутся. Пиар-компания только началась. В течение 20 дней нас будет еще больше. Я не сомневаюсь в этом. И среди моих подписчиков, зрителей, среди моих коллег, среди моих клиентов дорогих, у кого-то 7 ножей, у кого-то 5, у кого-то 1, у кого-то 3. И кто-то в данном случае 3 человека оплачивает, воспользуясь услугой оплати по частям. Вот. Одному из этих 3, одному уже осталось всего ничего оплатить. Вот и все, он получит свой долгожданный нож. Ножик. Средняя цена не могу сказать, начальная от 17. Это уже практически все знают. Самый дорогой, как говорится, ножи начинается, самая низкая цена у меня начинается от 17. Привет, магаданцы. Итак, давайте я доскажу, потом скажете. Вот, ну, ребята, некоторой просьбой и некоторой такой, можно сказать, и критикой я, как вот здесь делаю ножи, клиент получает и исчезает. Это 90% так. То есть, как они там, чего делают, на охоте ли они, неизвестно. Не судьба моих ножей. То есть, ваших ножей, моих изделий. Вот. Вот поэтому я должен отметить одного моего клиента, который живет в Магадане. Он часто отправляет свои фото с ножом. Где там в Инстаграме, может, видел кто, где там олень, гусь и так далее. Но нужно, там краб еще был и все такое. Здорово. И все такое. Это человеку радует. Лично меня очень радует. Действительно, человек пользуется, действительно на охоте. Ножик и его требования хозяина отвечает. Действительно, это меня тоже радует. Вот, в связи с этим я открываю новый конкурс. Не конкурс, вернее, такое условие. Вы мне, дорогие друзья, на своем родном языке, не только на русском, но именно в родном. Почему? И в Казахстане, и в Абхазии, и в Дагестане, и в Осетии, надеюсь, и в Грузии, в Латвии есть несколько ножей, в Греции, в Испании, в Германии. Отправлял я ножи и в своем родном Якутии. Отправляйте на мой номер ватсаповский, все знают, ролики. Ну, не знаю, там, сами знаете, сколько минут. Расскажите на своем родном языке, какой он, понравится, не понравилось, работает, не работает. Короче, такой нужен. Ролики отправляйте. И эти ролики я буду выставлять здесь на канале.
я тут выберу, если будет выбор. В связи с этим я в этом 20 февраля по оценкам, то есть от 1 до 5 бальной оценки ваши номера будут присутствовать в банке. То есть отправляете ролик, снимаете ролик сами или как-нибудь, не знаю, тестируете, не знаю, во время охоты, решать буду я сам. Вот, и отправляйте мне. Я смотрю этот ролик, мне это понравилось. Вот, значит, я вам говорю, оценка 5. Значит, у вас есть 5 билетов. То есть за один ролик хорошенький, да, вы уже становитесь участником, и у вас есть целых 5 шансов. Понимаете? И может удача улыбнется именно вам за какие-то там 1,5-2 минуты. Вот, вы получаете ножик совершенно бесплатно. Как вам такое условие? И еще эти ролики попадут в YouTube на мой канал. Что-то молчок. Ни лайков, ни дизлайков. Один ролик, один билет. Нет. Один ролик, и я его оцениваю. Оцениваю сам. Да, действительно, там, я не знаю, яркий свет, я не знаю, там действительно поставленная съемка, или этот нож на практике, или вы на родном языке хвалите его, и так далее, и так далее. Все я оценю. Ну, действительно хороший ролик. 3 билета, пожалуйста. Отлично, 5 билетов. Или так и сяк, там обзорчик, там трен-трен. Ну ладно, пойдет и билет. Ну а что делать? К сожалению, я сбился, когда делал уже 100-й ножик. Потом уже до 100-го я дошел. Это было лет там, я не знаю, буквально 4, получается. И каждый раз, например, партию делаешь. Каждый раз по партии, одна партия, значит, 1. Там, если в партии 10, да. Deutsch. Угу. Не, ребята, ну, я же говорю, все решает этот крючочек. Отправляете ролики, получаете. Ну вот, казахстанцы, давайте. Немало ножей к вам отправил. В своем родном языке, ребята. В родном. И эти ролики буду выставлять на этом канале. Вот так вот. По-моему, затейка отличная. Так. Ну, уже здорово. Я сказал, вот, старт даю. Завтра у нас получается 1, да? Уже 1, ага. Ну вот, видите, 2, 3 как раз выходные. Сделайте. О чем это бы? Орда. 1700. Чего? Для чего? Для кого? Ну вот. 2, 3 выходные. Снимите там у себя, там, не знаю, на фоне леса. Ваша фантазия, короче. Я оцениваю. Ну, будут примеры, да? Лучшая оценка. Ну, я покажу этот ролик уже за 5. 5 баллов. Вот. А этот ролик 1. Ну, хорошо же. Правильно? Если был бы у меня брдыковский ножик, я бы его так снял бы. Вообще конкретно. Я бы гордился. Многие, наверное, делают и так. Вот. И тем самым я еще заработал 5 баллов и 5 билетиков уже на ваш номер. Автоматически баночки. Кручу-верчу. Достаю. А там ваш номер. Получаете ножик.
Никто, никто такие условия не вставляет. Ну, начнут, наверное. Кстати, к слову, если начнут, должен отметить моих коллег, которые живут в Центральной России, поддерживая мой бачим, надо сказать. Ребята, не буду сказать, какая компания, но ребята в этом канале смотрят этот канал, вот, и сами себе там по-моему, ремонтировали комнатку в детдоме. Это очень хороший поступок, ребята. Так держать. Я вас уважаю. Если делает человек доброе дело, не надо его ругать. Молодцы, ребята, действительно. Так держать. И всем остальным советую. Делайте добрые дела. Добро добром отплатится. Это уж точно. Так, ну что ж, если кто только что присоединился, ну, у меня уйма времени, повторюсь, если у вас есть ножик от меня, от него вернее, вот, снимите ролик, если ролик отправляйте мне по WhatsApp, и этот ролик я вложу в канал, вот, смотря оценку я оставляю, этот ролик идет на 5, значит он получает 5 билетов в банку, которые будет разыгрываться 20 февраля. И вы становитесь прямым участником. Всем все понятно? Почему рукояти не используется свель? Он хуже капа. Кап лучше. Хорошая идея. Нормально, только выиграть мне сперва. Ну, Евгений хитрец. Так. German Deutsch will ich kein Reichen. Да, действительно, если хотите несколько роликов снять, почему бы и нет? Каждый ролик по оценке. Если первый ролик там не очень, получаете, ну я знаю, от 1 до 5 баллов, да, билетов, то отправляйте второй ролик таким же ножом. Только другой. Смотрите, во время теста еще сломайте, умудритесь. Скажет потом, вот, Бурдыка сказал, ролик снимать, во время теста сломали, давай погорать и сделай, да? Красавцы, могут и найти, найдутся такие хитрецы, ага. Да я не отрицаю, что там, снимайте. Ваша фантазия, кому как. Ну, коли вопросов у матросов нету, вот, задавайте вопросы, пока идет эфир, а то уже полчаса улыбаюсь тут перед вами. Кстати, в прошлых эфирах я рассказал, что тестирую ножик Супер-Гупер. Другого металла, который не говорил марку. Молодец. Терпение благодетель.
Конечно, если вас много, более 150, без проблем. Какую марку говорил? Если у часика будет более 150, будет второй ножик. Нет. Да, о кухонных ножах, да, сказал. Было дело, ага. Цена была, ну... Такой дорогой, да. Шишлянникова. Но у якутов нет фамилии Шишлянников. Шишлянников точно нет. Это не якутский нож, дорогой. Ну, специально для вас повторюсь. Якутские ножи делают якутские мастера. А те, которые делают, пытаются псевдокопия, тундровый, нож самана, я не знаю, еще там чего-чего разных. Нож, короче, с долом считается якутом. Это не совсем правда. Вернее, 100% подделка. Под якутский, ну, некоторые культурные кузнецы говорят, под якутский сделано. Под копирку, как бы, да. Действительно признают, что это не якутский, но похож под якутский. Но все равно делают, да. По смешной сумме делают. Но, к сожалению, это не якутский. Ну, что? Японская катана — это японская катана, правда? Но по закону Японии, из Японии катана не выпускается за границу. Запрещено у них. И тот, который катану выпустил за границу, наказывает. Конкретно наказывает. Все. Вот. И каждый мастер, который делает настоящие японские катаны, их всего 7. Из них 3 наиболее известные по всему миру. И эти 3, и эти 7, которые действительно признали в Японии, действительно они несут с собой древнее искусство, именно ихнее национальное. Те мастера, помощники, те, которые делают это дело, национальные герои. Они сами себе не принадлежат. Они уже, их самая большая задача оставить это потомкам. Это искусство, это знание. И тем самым они продолжаются в закрытом режиме, но продолжают свое творчество. Вот. И если якутский нож не выпускался из республики Саха, то в якутском ноже не знал бы никто. Но рассказывал мне же с 2000, не ошибусь, точно скажу, с 2015 года эта кампания началась по России. Бум. В 2015 году 10 кузнецов приехали на клинке, 1 по 10 места заняли, и все. Сейчас после моих слов перепишут свои сайты, они там перепишут, те, которые продают подделки, и скажут: мы работаем этими ножами 2000, даже 1900 года. Молодцы, давайте. Ну как ни крути, если это не якутский мастер сделал, извините.
Это не якутский нож. Вот и все. Надо это понять. И меня часто спрашивают, а в чем разница? У меня тут был один контакт, попросил мои ножи, цену услышал, исчез. Через месяц отправляет мне фото. Вот, заказал. У вас такие цены, а я заказал за 3 рубля, по-моему. У меня есть настоящий якутский нож. А кто это сделал, спрашиваю. Да, тут белорусский мастер. Молодец. Поздравляю, приобретение подделки. А почему подделка? А что, в Беларуси якут, что ли? Нет, белорус. Вот. Белорус сделал белорусский нож, а не якутский. Вот все. В этом и разница. Ну что, еще какие вопросики? И часто спрашивают насчет ремонта, но я не буду тыкать пальцем. Я сразу отказываюсь. Коли это не якутский мастер сделал, извините, отправляйте смело им. И очень много людей спрашивают конкретно из Центральной России. Вы можете там поправить, вы можете там кончик сделать, дополнить и так далее. Отказываюсь. Зачем? Это не якутский нож. И они сразу спрашивают от меня: дайте, пожалуйста, их номер. А я откуда знаю? Вы же вроде приобрели. Сайт у них поменялся, какой-то интернет и так далее. Не знаю, там что творят. Даже был однажды звонок угрозой. Звонит номер казахстанский. Пожилой человек, очень культурный. Бывший прокурор какого-то района. Смело говорит: верните мои деньги, спрашивает. Не здравствуй, до свидания. Алло, а что такое? Верните мои деньги. Какие деньги? Вы кто? Он говорит: я у вас купил ножик, который у вас был на сайте самый дорогой, самый крутой. 5800 стоило. А что, хотел узнать. Сразу услышал цены, такие, как говорится, смешные. Они не входят в мои ворота, да? Ну, откуда, какой сайт, спрашиваю. Этот. Извините, у меня такого сайта нет. Ваша жена там взяла трубочку, сказала, сразу отправили, получил, а она вообще не режет, не трубится, не режет, сразу затупилась. В общем, верните мои деньги. Разочаровался я в вам. А я сижу тихо, говорю: сайт Бурдыка называется. Какой Бурдыка? Ну вот. Вы не туда попали. Нет, я именно к вам попал. Я от вас заказывал. Потом бросил трубочку. Ах, вы такой, ну я вам типа там управу найду, там, и исчез. Потом пишет, отправляет фото. Смотрю, красивая подделка. Ну, извините, вот мои, отправляю ему. А откуда у вас такие крутые ножи, спрашивает. Кадр. Ну что ты поделаешь? Поэтому говорю, ребята, делайте хотя бы хорошие подделки, а? Чуть-чуть постарайтесь, чтобы был. Ну, чуточку постарайтесь, да? Я не знаю, поменяйте там ничего-нибудь, чтоб хорошие ножи. Настоящие, хоть хотя бы псевдо-настоящими были. Потом ее жена пишет мне пишет и говорит: прошу прощения, мы обознались, вот, и так далее.
Такие дела были, да. Ну что ж, судя, все уснули, некоторые вышли. Знаю, кто вышел. Раз тема пошла об этом, значит, они... Так. Какая-то американская Австрия же, да? Так, вы насчет, если сталей... Так. Данный момент. Америкос, австриец и дач. Германская сталь. Биктер тоқтабыты улу. Атаккар кырды оңыра улу, бәдіме? Роман оғылары веріппәт. Үлләден тоқтабыттыр әлдері әлден мұғылады. Көсүйдім. Қатыскана нейдері көреді. Одырдағады көсүйдім. Хорошо. Немецкий, хоть немецкий. От 17 стоят. Ярик Макаров. Мандар устан ордуккун тугай кайгыны. Уңокмуна диппен ол чуккай. Антан бопровон исқағанын сүннін өйдәвәдім. Здорово, Красноярск. От 17 от Серега. Ярик Макаров. Тренер и ты беден. Ярик. Вот это вас. Все, досейте в адду. Японская сталь. Японская сталь, ребята, самая чистая в мире сталь. Здорово. Самая чистая в мире сталь. В результате самые надежные долговечные автомобили. Хорошая сталь. По идее, но мы-то идем вверх, правильно? Кто-то остается в своем уровне, кто-то дальше идет. Но я лично на одном месте оставаться не хочу и не буду. Будем искать, будем найти, испытывать все выше и выше. По идее, каждый кузнец должен так поступить. При одном металле, при одном условии сидеть в одном корыте, сами понимаете. А насчет сталей японских, они плохими сказать трудно. По идее, любая сталь каждому создано для чего-то, то есть штамповочная, ножевая, просто обычная и так далее, и так далее. Из этих сталей сейчас много кузнецов делает, пытаются, учатся и так далее. Вот. Среди, если остановиться на живых сталей,
тут уже вообще-то в мире тысячи стали. Надо еще сказать, миллионы стали, да? Разновидность. Их разделили на 3 группы. Из этих 3 выходит по 12. Из этих 12 в самом верху оказывается всего 3 направления. Это Булат, Дамаск и Порошок. Все. В данный момент я иду посередине, там где порошки. Вот. Придет время, перейду и без разницы. Здорово. Лежит, отдыхает. Немецкий Д2. В 95-ка ничего не делай. Так, вы будете работать в японской стиле, будет возможность. Без проблем. Всему свое время. Насчет БТИ, Серега, да? Вторая луна зашла. Мучает меня термообработка другой. Отпуск. Но я в прошлом выпуске сказал, все заказы буду делать после 17 февраля. Я сказал, до 1 февраля приму заказу, после 17 7 отправлю. А что такое 16-17 будет, вы в курсе. Единственный в республике, самый большой в мире выставка якутских ножей. Там я участвую, выставляюсь, к нему буду готовиться. Готовка идет потихонечку. Работы очень много. Вот. И участников много. Так что это, как делающие якутские ножи, для меня принципиально важно. Вот. Что касается твоего заказа, другой, Серега. Может, до этого докую? Ага. Практически там всего ничего осталось. В данный момент у моего учителя по графику идет. Там не только он и я, и другие коллеги подтянулись. По очереди там занимаемся. Наковальня-то одна, по идее. Вот. А так в эти дни конкретный напряг. Вон сколько седины уже. Будет напряг конкретно. Одному хлопотно. Но я думаю, успею вовремя. И пойду участвовать. Что да как. Насчет 95-ки. 95-я это аналог 440S японской стали. Ну что, некоторые в простонародье говорят, сталь медицинская. Некоторые говорят, вообще нержавеющая сталь. Но в российской рынке она появилась как, да, действительно нержавеющая сталь. Действительно она, ну что, как вам сказать, да, еще кромку держит свое время. Но это время, увы, небольшая. Склонность ломки. Насчет отпуска, ее некоторые закаливают, некоторые не закаливают, некоторые закаливают в воздухе, некоторые в масле, даже в воде.
Но из этого сталь не становится крутым, сверхкрутым, еще круче оно не будет. Корова никогда не будет родить троих. Правильно? Вот так. Как не дой корову, 10 тонн не даст. Да, многие на этой стали остановились, делают. И тут у нас делают. Насчет нержавейки нет, не ржавеет. Работает, работает. Но они, те, которые покупают 95-е клиенты, да, у них цена нормальная. После копалки получают 95-е, да, действительно не ржавеет, да, огонь. Этот ланклюзи, супер. Огонище. Годик проходит, это огонь угасает. Да, когда был, как говорится, новенький, вообще смерть была. А так сейчас, а так сейчас. Они просто не представляют, что еще более лучшие стали есть. Еще 3, 4, 5, даже 7, можно сказать, и 13 раз лучше. Это 95-ки. Есть такие стали. Запросто есть. Я дружу многими охотниками. Вот. И честно скажу, по пальцам могу, сколько охотников действительно есть Эльмакс. И все. Это в республике Саха. Из Эльмакса ножов. Так. Столько. И все. Нету. И то это в прошлом году, по-моему. А нет. Нет. Все. Больше ни у кого. Все за пределы республики. 98% за пределы республики идет. Так что надо стремиться выше высотам. Ну, после 95-ки человек получает такой ножик. Вот. Который вообще не видел. Который вообще не снилось. Оказывается, ножик делает вот так. Оказывается, он делает при таком положении, все еще режет. Оказывается, она не лопнет. Даже такое бывает, не верят. После открытия консервной банки она еще работает. Спасибо. Да, есть такое. Ну, насчет этого много чего можно рассказывать. Но я в одном месте не стою, не буду. Будем идти все дальше, вперед. Если, к слову, так, в середине следующего месяца, вернее, в конце, приедет еще одна сталь. Так, и эта сталь заменит, надеюсь, заменит Эльмакс. Эльмакс хорошая. Уверенно с ним ходишь. Конкретно уверенно. Смотри там на видео, как она разделывает, какие впечатления, кто впервые почувствовал, поработал с ним. Хотя на родном. Вот такие вот. И вам того же советую. Почему должны оставаться в одном месте? Надо идти вперед. Почему бы и нет? Никто не запрещает.
Тем более, если у вас творческая такая работа, вперед, вперед из песней. Вот так вот у меня сегодня. Так, как я уже говорил, 3 человека в данный момент пользуются услугой платеж по частям. Вот, люди уже стали понимать, не по карману, но решили идти таким путем. И это правильный путь. Они наконец-то приобретут тот самый нож, тот самый, который они никогда не купят. Если на рынке, на выставке, давай за такую сумму, не скажут сразу все. А вот по частям уже удобно. Вкладываешь, 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 потом получается. Самое главное, нету срока. Нету срока. То есть вы начали в прошлом году оплачивать и будете доплачивать в следующем году без проблем. Самое главное, сохраняйте у себя чеки и предоставите мне, когда у вас достигнет энная сумма. Уважаемый Дорогой Ильич, у меня все, я отправил. Вот, пожалуйста, чеки с какого-то отправил. Добавляется, равняется сумма. Наконец-то, поздравляю. И приступаю непосредственно к заказу именно его. Самое лучшее условие. А так сумма внушительна конкретно. Да. Не всем по карману. Жаттан билген күнде хақан херем алақта ақтырғар. Анам менен. Бұл болар дарқан уска сынавын түйерен атылығым. Олеген сорыян сақалы саңарабын. Учетава бұяқта білдіяқтыра қайдақтырын. Бұл болар маны сыналақтыр жен конкретно тегім. Түйері орынаман лаппа түйерем. Онан дарқан уска қамнас кәбітігенде конкретно шу бадық қачығыратчы қайнадада механ. Онан туғайгын ябыстақа кәлауын. Мастары кіртелейді туған атақты офисаларан жа табы байқын атыларын күддің остауын. Очетуар бұллағына олаттар ақар егер жа аяқ үші байқалы еті. Бән бағахан ағымынан. Өнатын бұллағына әйқадағаны, мейқадағаны кие қолай бақына үшіген алақ бұллаған. Өскөтін от көз барбаққа әтенге үлі қымнас әтенге тағастағына білі хептәқ туғынан жа оңырын үші байдық бұяқтары жантылау кейін бағахан алақпын. Так, что там? Клинок 16-18. В бычьем хвосте 20-ка. Почему седой? И так седой. От депрессии, да? Знаю, когда твоя луна вырастет. Знаю, когда твоя луна выйдет. Знаю, дорогой. Всему свое время. Я же говорю, такая хорошая сталь. И я не хочу портить его. Не хочу плохое вам продать. Это мой принцип. Зачем мне плохое продавать? Чтобы она вернулась обратно через 2 недели. Вот так вот. Вот. И за свою работу я
оплату требую соответствующие. Потому что рабочий материал, расходник, это не считая этого, сам материал трудно обработать, требует много времени. Это не то, что взял, заковал в масле и сразу полировал, и он готов. Нет, ребята. Те, которые занимаются этим, которые следят за этим каналом, они все прекрасно знают. Да, это нелегкая работа. Но когда делаешь это каждый день и знаешь, что это умеешь, почувствовал, что это действительно я достиг, я его знаю от А до Я, как говорится, да, тогда уже оно получается уже как бы пройденным этапом, во-первых. Во-вторых, уже хочется еще чего-то найти другого. Если нашел еще другую задачу, вот, да, другую цель, тогда хочется уже, если достиг эту цель, ты достигаешь эту цель, эта цель уже становится чуть дешевле, чем это. Понимаете? Поэтому борода. Бахаус живет в соседнем районе. От меня 70 километров. Нет, 80. Знаю, да. У нас, если вы не в курсе, есть союз кузнецов Якутии. И в этот союз есть те, которые члены в этом союзе. Я их всех знаю. И те, которые вступают только-только, молодые, то есть, да, и не только молодые, но те, которые занимаются в пожилом возрасте, есть такие люди, да, и их тоже знаю. Мы друг друга все общаемся, кто чего делает, кто как делает, спрашивает, помочь, не помочь, все друг другу помогаем. Да, Бахаус Дарханус. Дархан это просто, как говорится, учитель учителей. Дархан это выше высшего. Он великий уж. У него много учеников, и он работает очень хорошо и очень качественно. У него своеобразный стиль, у него конкретно есть в каждом изделии конкретно ювелирная работа есть, обязательно присутствует у него. И он одарен с небес. Наверное, каждый кузнец продает свои работы. Наверное. Так что, ребята, мы друг друга знаем все, кто чего делает. Если кто-то помощи требует, просит, помогаем друг друга. Кто металлом, кто советом. Вот так, вместе мы. Так, ну что там, кузня? Ну да, своя кузня будет. Совсем другой разговор будет. Энди. У каждого мастера свой уровень. И этот уровень оценивает лично он сам. И я не могу сказать, его ножи вот такие, за такую цену, за такую цену. Это знает лично сам мастер.
Вот так. Пожалуйста. Ну чё, у матросов нет вопросов. Пойду посплю, что ли? Или есть вопросы? Так. Давай, хохлоп. Спрашивай, пока здесь. Спасибо. Повторюсь еще раз. Я продал немало ножей. Будьте добры, хозяева, снимите ролики. Если хотите участвовать 20 февраля нет, фу, какой аукцион, попутал. Если хотите участвовать в розыгрыше ножей, если участника будет более 150, предоставлю второй ножик. Вы снимаете ролик, отправляете мне в WhatsApp, в личку, да, и лучшие ролики я оцениваю от 1 до 5. Если оценка дается 1 балл, значит 1 билет. А если это лучший ролик, тогда 5 баллов, значит 5 билетов. Пускаем баночку, и вы участник автоматически. Значит, у вас 5 шансов. Так что снимайте ролики. Единственная просьба на родном языке. На родном. Вот. Все. Снимайте ролики, получаете баллы, получаете билеты, участником становитесь. И тем самым уже тут уже записывается все. Тем самым становитесь на розыгрыше. Можете выиграть ножик за ролик. Какая сталь самая популярная для изготовления? У меня двое. А если нет ножа, какой ролик снимать? Приобретать ножик. Ножик должен быть этим, с клеймом этого. Обязательно. Вот так вот. Так, целый часик калякаю. Пора мне, как говорится, закругляться. Вопросиков, если народа нет. Угу. Завтра с утра такие. Ну вот, остается 20 дней. Через 20 дней узнаем. Так. И мне, по-моему, завтра должны отправить ролик. Наконец-то они получили ножик. Надеюсь, что это будет ролик. Давайте снимать ролики. Вот. Помните первый лот? Выиграла женщина. Даяна зовут ее. Вот, они получили ножик. Тетя Даяна дала нож мужу, как она пишет. И я попросил их фотографии снимать по возможности ролик. О том, что это выигрыш в лотерею, да? Вот. Хочу на этом остановиться. Чуть-чуть остановиться. И я на днях поговорил с той семьей, которой мы помогли перед Новым годом 20 числа. И я попросил у них тоже снимать ролик. Ребята, если не трудно, скажите там пару слов, покажите. А так, молодой человек встает на ноги. Вот. Уже первые шаги делает. Вот. И я хотел, если они отправят ролик лучше в хорошем качестве, я тоже на канал выложу. Посмотрим. И какие результаты могут быть с помощью вас, дорогие мои. Какие чудеса возможны. И я хочу лично такой ответ показать вам. Вот. Благодаря вам, ребята. Вот. И подтягивайте людей,
Подтягивайте, скидывайте ролики, те, которые в WhatsApp гуляют, 20 февраля и так далее. Много участников будет, много ножей будет. Если более 250 участников будет, 3 ножа будут. Тем более 23 февраля. Всем хочется ножей. Поняли? Надеюсь, что меня поняли. В течение часа только об этом говорил. Что там, что там? Ладно, ребята, больше часа. Всем удачи. Встретимся, надеюсь, в воскресенье.